Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем тему прилагательных. Сегодня у нас прилагательные, которые показывают величину и объем. Чтобы легче было запомнить, давайте посмотрим прилагательные и потом их противоположные значения. Например, үлкен – большой, кішкентай – маленький, биік – высокий, аласа – низкий, қысқа – короткий, ұзын – длинный, жақын – близкий, алыс – далекий, жіңішке – тонкий, жуан – толстый, терең – глубокий, саяз – неглубокий, кең – широкий, тар – узкий. А теперь давайте посмотрим примеры. Көйлек ұнады ма? Платье понравилось? Я, бірақ кішкене үлкен. Да, но немного большой. Значит, большевато. Слово «брак» переводится «но». Иногда слово «үлкен» употребляется в значении «старше». Например, Марат Арманнан үлкен. Марат старше, чем Арман. Үйің алыс па? Твой дом далеко? Жоқ, жақын. Как вы заметили, слово «алыс» употребляется не только как «далекий», а иногда как «далеко». То же самое «жақын» переводится как «близкий», но иногда как «близко». Өзен терең екен. Оказывается, река глубокая. Здесь слово «екен» употребляется в значении «оказывается». Но у него есть еще другие значения. Остальные значения мы будем рассматривать еще отдельно. Жүр, мына жерге шомылайық, саяз екен. Пошли, здесь будем купаться. Оказывается, не глубокое. Значит, он нашел место, где можно купаться. Безопасно. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут другие прилагательные. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте уроки и до следующей встречи.